Друзья, всем привет! Ребят, всех с 1 сентября, День знаний, первый день осени. А осень для нас это такая пора, что все, мы пропадаем на рыбалке. Сегодня, ребят, очередной сплав, сегодня с Ильей. Приехали, ребят, на то же местечко, где есть место выхода. Этот маршрут я проходил уже в этом году 2 раза. Плавал с женой, есть видео на канале. И брал этот маршрут один. А сегодня мы с Ильей вдвоем. Сегодня красиво, мы хотим отдохнуть, порыбачить. Посмотрим, как у нас щука будет радовать. Погода вроде выдает. Дает время еще нам порыбачить. Нет таких дождей осенних. Хотя уже пора. Закинулись, получается. Метров 300 не смогли доехать, потому что там такая дорога хламовая. Нам пришлось лодку протащить руками. Сразу же там ее накачали. Ну и все, ребят, впереди путь, дорожка ждет нас. Сегодня рыбалка, спиннинг. Ночь будем ночевать на избе. Так что будет все здорово, я думаю. Так что, ребятки, не переключаемся, смотрим. Сейчас немного остынем, вспотел, блин, потому что уже в флисе. Уже прохладно, уже все-таки осень. Что, ребят, сегодня у нас барказик другой. Сегодня у нас двухместная лодочка, на которую пойдем. Ну, в принципе, я думаю, будет нам удобно здесь. А так все ходили на одноместный, мне неудобно очень. Сейчас находимся на броде. Здесь раньше был брод, переезд через реку. Охотники заезжали. Там не знаешь, Илюха, что за движиха? Там, ну там какие места вообще? Там кумус, болото. Кумус, болото, да? Там, наверное, лоси. Виджью, болото, кумус, болото. Ну, видишь, малый кумус, большой кумус. Большой кумус, кстати, составляет 10 на 10 километров болота. Нифига. Ну и находимся на устье Вепря, получается. Сейчас мы буквально его проплывем через 200 метров. Сейчас раскладываемся сразу. Сегодня пилу взяли, потому что у ребят дровишки попортил тот раз. Без пилы был. Сегодня мы возместим это все. Ну и раскладываемся. Сейчас сразу все разложим, потому что все под боком. Здесь там какая-то снасти. Там подсак, все сразу раскладываем. Илюша у нас там прикупился, он видно, готовился парень. Молодец. Молодец, красавчик. Ладно, раскладываемся. Что, ребят, все, мы на воде. Время на сколько, Илюх? Часиков, наверное, 9. Часиков 9 утра. Всех ребят с 1 сентября. Всех детей с первых с первой школы, кто первый класс. С Днем знаний. Ну, а мы сегодня, ребят, 2 дня проведем в тайге. На такой отличной реке. Тут в Верховье большой Визинги здесь. Очень красиво, очень так таежно, по-свойски, коряжненько. Вот так разложились вроде, как говорится, в тесноте, но не в обиде. Вот. Ну как теснота? Тут попросту, чем на твоем. твоем. Ну да, здесь рюкзаки, пилы и так далее. Так вот, все, начинаем сплав. Начинаем рыбалочку. Провожает нас товарищ Вепрь. Здесь мы на Верховьях рыбачили, с Илюхой ходили, походы были у нас здесь харюза, но так у нас и не получилось. Зато Лешку, да, Илюх, видали? Здоровенную. Но здесь пока перекатисто. Сейчас будем заходить ближе в лес, и там уже более-менее места. Водичка, конечно, конкретно упала после моего последнего сплава. Я здесь был месяц назад, наверное. Четко упала вода. Сейчас, думаю, будет много окуня, много мелкой щуки. Ну и на трофейчик будем надеяться. У Илюхи первая поклевка вот с этих берез. Ну, где-то мама, да, Илюша? Ну, хорошо ведет. Такая, что? Симпатяшка. Давай. Ну ты что делаешь, Иля? Зачем ты так поднимаешь-то, а? Шпулю убери. Илюша новую катушку обматывает. Убери, вытащи. Ну, вот первая щучка в районе 600 грамм. Отлично. Поздравляю. Илюшка. Наливай. Скажи, ну-ка. Наливай. Подставляй. Вот этих окон так и взял. Короче, ребят, сегодня у нас соревнование с Ильей. Короче, он будет бить железо конкретно, а я буду бить воблер. Все буду рыбачить на пластмассу. Вот такая щучка в районе 600 грамм.
взяла уверенно. Вот вертушка у нас на дне получается. Вот так бы за уса набрала на продольник, да? Как было сейчас, вот, да? Да. Заведено, бля, вообще Мгм. четко. Как ее вот. Давай. Ну все, давай цепляем. Демонстрируй. Цепляем. Че, цепляй. Протолкни на чем-нибудь или блесной, или пальцем. Сейчас тебе ничего она не сделает. У нас же, как обычно, ни зивника, ничего нету. Ну, это съедобная щука, в принципе. Сейчас, подожди, Илюх, отключусь и этот достанем. Что, ребят, продолжаем сплав свой. Погодка. Солнышко вылезло. Пришлось раздеться даже маленько. И вот тестируем новые блесенки. Пантон 21. Ага. Ну, 5-й номер, братан, 5-й номер. Ну, ты что-то... Хотя... Ну, я же еду за крупной рыбой, понимаешь, братан? Я же не еду за какой-то. Ну да. Тут без фанатизма, да? Да, что будет без проблем. Вот он так выглядит, ребят. Понтон-то понятно, просто вот это пятачок. Ну, рабочая блесна, да, работает от Нью-Йорка до Парижа. Так-то молодцы. Фирма вроде как будто французская. Да, вроде французская фирма. Просто мне интересно, какой у него будет мах и какой лепест у него будет. Мах будет адский. Адский, наверное, по-любому. Речка небольшая, ребят, здесь. То бишь, Да не особо так же, как тот, Андрюх. да? Ну, ничего не, да. Спокойно обкидываешь ту сторону, эту сторону. Ну, как бы захотел туда кинул, захотел туда. Плывешь посередине, так стараешься. Но она и тонет получше. Ну, естественно, там 21 грамм вроде как будто. Ну, опять же, у нас соревнования с Ильей. Я еще раз определяюсь, то, что Илья будет бить железо. А мне что-то понесло волка. Со стороны буду бить пластмассой. Ну и пока поставил косодаку вот эту, которую Вот так вот, да. по сезону рыбачил. Аж кончик вибрирует. Угу. Понятное дело. Там, говорю, такой лепес, мах широкий. Ребят, доплываем. Перспективная точка. Береза валистая. Ну, в таких местах есть возможность. Щука стоит. Вот первую щуку, кстати, там и поймали. Вот, в принципе, такая же, да, или место было? Все то же самое. Все то же самое. Был сход у меня щуки. Там как-то получилось некрасиво, значит. Илья зацепился, я стал на весло. И уже дотаскивал буквально там, чтобы встать на весло и Илюхе достать блесну. И в итоге, короче, была щука. Ну, там вроде не крупная, но все равно она была. Ну, вот такие места вот еще более-менее, что есть стоянки щуки. Здесь откидываем, пробуем. Не знаю. Ну, обычно за ней надо. За этим, как его, за березой. Ну, река небольшая. Где угодно может стоять она, в принципе. Так, немного подрулю сейчас. Немного подрулю. Илюху выматываю сейчас. Подрулю. И сейчас уже будем пробовать за ней. Вот. Ну, здесь уже что-то может быть. Что, пробуем? Опа. Пробуем. Трава. Вода обмелела, конечно, блин, конкретно, блин. Да, штучная щука, ребят, вообще штучная. Нет такого, что там она прям вылетает со всех щелей. Ну, у нас уже такие места, конечно, мертвенькие. Ну, рыбалка. На рыбалку, охота, как-то все равно ездим, пробуем. Ну, здесь как бы в Верховье, здесь народу не так много, но все равно он есть. Мы с Илюхой прям в одну точку кидаем. Ну, вот пока вот так, ребята, идем. Вот, сейчас в данный момент остановились. Я зацепился, пришлось в бородняк залезть. Ну и сейчас достанем. Хочу показать, что вот такая коса, да, как бы идет, ребят. Вот коряжная. Вот это все было плотина, он строил ее, Бобрянская. Все, он втыкал. Вот плотина строилась. Ну или застрелили его.
Или просто не дожил. А так вот она вот почти через самый берег, да, Илюх, была? Смотри, да? Через самый берег была уже. Так и делает, но Да. тут где-то хата была. Где-то была, да. Не дожил, бедолага. Ребятки, есть щука у меня. Хорошая. Ха-ха! Смотри, братан, как зацепилась слабенько. Вот, ребят, проплыли буквально от этих веток. Нему... Слабенько, конкретно на таком. Ну, вот бьет в голову, видишь. Нет, слабенько. Очень беда у меня, экшн камера включается со второй кнопки получится. Палец, смотри, прям. Ох, Ну а что ты, сжимать надо посерьезнее. Я же сжал я, ты чё? Хотел отцепить. Такая же, да, буквально? Ну такая же, да. Смотри, братан, просто плавника нету. Отбитый плавник. Ну это что-то я не знаю. Ну кот заплывал, наверное. Может быть или сетка. Цепанула. Сетка может. Когда была. Я что, въебал бы тебя. Что ты больше так не делал. И я пока здесь не отпущу, ты ни рот не откроешь. Вот. Давай, цепляй. Сломал бы шею, но слышишь, такие противники, люди. Вот, ну я губу я просек отлично вообще. О. Ну вот, ребят, такая щучка. Ну смотри, покусано. А, да. Нет, что-то да, что-то ее кто-то лупил у меня, жестко лупил у меня. Ну вот, ребят, с починками я. Наливай. Это уйду, да? Ой, тихо. Вот, ребят, смотрите, вроде как будто не крупная щука, а вот получается поводок вот все вот распустила. Ну он был уже такой, конечно, у меня слабенький. Илюша говорит, поменяй, говорит. Конечно, поменяй, просто она у тебя сделает так, что в самый ненужный момент она у тебя оборвется. Ну, тут один волосок, да. Ну, поменяю тогда что. Там в ведре вроде есть. Вот, ну, видно, зацепилась, видишь, за это. Она вот, получается, как-то срезала. И я ее, короче, вот так забагрил. Ну, подсек. Ну, удар был, да, я как бы подсек. Видно было, что щука. Вот косодака, смотри, от тройника, конечно, как этот. Видишь? Уродую, да. Уродую. Ладно, сейчас заменюсь. Нет, конечно, поменьше. Мы брали, когда сейчас с Ильей ездили, когда вот за этим монстром ездили, покупал вот такие поводки. Ну и пойдут в наше дело, что потом делать. Поставим их. Как бы есть еще такие стрёмные эти. Красные, желтые, но что-то они мне вообще не по кайфу стали. Тросики как будто мне больше перспективные, они мне как будто больше нравятся. Ну вот были вот два поводка от Lucky John, конечно. Там два поводка, прикинь, Илюха, 180 рублей. Ну, они, конечно, шикарные, базара ноль. Им вообще похрену, что. Ну, я не шарю в этой движухе, Андрюш. Ты мне можешь за это не рассказывать. Я простой деревенский рыбак. То есть я не шарю. Я что? Я рыбачу на такие снасти, что мне по карману. Ну, я также, в принципе, У меня нет крузера. У меня есть пятнаха. Я пру. И мы прем. И мы прем дальше. Кто куда? Мы на рыбалку. А мы на рыбалку, да. Уговорил, сейчас поставлю этот момент. Что, ребят, Илюша сказал, буду пробовать воблер. Lucky John, да, неплохой составник получается. Ну-ка, давай достанем, посмотрим. Ну, вчера смотрели, в принципе, новый. Ну, составник, ребят, 110 миллиметров получается. Большой камень внутри. Тонущий, плавающий. Ага, плавающий, смотри, Илюх. Ну, то бишь, как все у меня. Ну, составник, он еще больше, у меня получается 80 миллиметров, это 110. Давай, пробуй. Посмотрим, как он работает. Lucky John, в принципе, неплохая фирма. Хорошая фирма. У них, в принципе, таких, так сказать, подъебонов нету. Они, в принципе, нормальные вещи делают. Ну, такой составник здоровый, я тебе скажу, слышишь, здоровый. Нормально. Но он кислотный такой, дерзкий вообще. Не знаю, по осени может будет работать, конечно. Сейчас попробуем. Ребят, такой был момент сейчас, в данный момент. Взял щуку здоровую, блин. Ё-моё, и камера не сработала, ребят. Здоровая щука была. Нельзя, не включил камеру. Ну, вот такая щука, хорошая. Отцепляли, в итоге. Зацепилась вот сюда вот. Да, вон сюда, видите? ребят, зацепилась. Прямо она его проглотила, этот
косодаку. И здесь вот ее выпустила через жабры и зацепилась за... То, что Голову, будет проблема с этой камерой, то, что надо ее включить сначала, она стоит как бы на взводе, и потом надо ее выключать. Ну, точнее, еще один раз. Ай, сука, там же зубы, дебил. Вот такая щучка, ребят, неплохая, отличная. Да, боролся я с ней нормально, конечно, она там выдавала отлично. Ё-моё, блин, да, жалко, конечно, кадры, но все-таки у нас есть трофей на борту. Все, да. Можно Отличная щука, да, отличная. Ну что, Дрюня, поздравляю тебя Да. с трофейчиком. Да, ребят, ну реально, да, Люк, камеру включал, ты говоришь, уйдет, уйдет. Да, Я, вот он короче, включил экшн-камеру, я пока там что-то кричал на него, уйдет, уйдет, но я ее сразу заметил, как она из-под лодки у него взяла. Ну, сразу ее видел, да, и пока на него кричал, короче, он походу камеру не довключил немножко. Мгм. Ну, а так бы хорошенький бы момент получился. Да, А вот там, так ты вот. видел фрикцион, да, братка работал? А вот так, смотрите, вот такой трофейчик у нас Да, вот на неплохо. сегодня Ну, есть. для Килограмма визинга, братан. 2,5, Для визинга пойдет, да, 3, братан? да, где-то вот. Ну, хорошенький, короче. Хороший. Самое-то главное. Ты счастлив, нет? Ну, конечно, братки, ты че? Да. С хорошими людьми, хорошая погода, хорошая атмосфера и хорошая щука, ребят. Ну а что это? Это самое оно, это то, что надо для рыбака, для кайфа вообще. Ну да. Ну вот приблизительно где-то в этом месте вот ее поймали. Вот. Где-то метров, наверное, 100 выше по течению. Да, и вот, ребят, Так что косодачка вот хорошо. эта. Ну пока косодака рулит, получается, железо у вертушки пока 2.0. Ну и достойный трофей. Нету весов, ребят. Блин, бизнесмен купил китайский, а в итоге ты не крути это, да. Вот такая машинка взяла, что пойдет. Ну, мы довольны, в принципе, мы счастливы. Отлично, отлично, ребят. Для такой реки не крути, не крути. Ты не надо тебе крутить ее. Отлично, отлично, я просто сказал, вообще супер. В принципе, рыбалку можно сдавать. Так что, ребят, за эту щучку лайкосика 100%. По любасику. Ребят, наблюдаем момент. Понтон 22 получается. 21. 21, да. Вот, Илюшка обкидывает, и у него та сторона полностью, короче, слезла сейчас. В данный момент аж по воде пошли эти. Краска, да, Илюх? Угу. Целиком пластом. Целиком пластом Как листик. откололся лист такой. Ну вот, ребята, некачественно, или это подделка, как бы, или Да некачественно нет, ей покраска. 3 года, Андрюш. Она 3 года, да? Да, она должна была уже когда-то же. Ага. Приходит вещам пиздец, вечно уже ничего нет. Ну, согласен, да. Вот, коряжничек сейчас будем обкидывать. Скажи, тут щука нахуй наша самая большая. Засолю и съем такую щуку. Ох ты! Ну вот, съел, сука, съел. Не матерись, блин. Смотри, где взяла на перекате. Да, вот, говорю, на перекате постоянно берет. Вот, ребята, получается второй поворот, мы проходим. Ну, вообще пока вот так. Щука штучная. Вот под нос кинул, поймал. Нет, значит нет. Как-то вот так получается. А пока несет нас визинга туда, вперед, к избе, ближе к дому. Так, пока далеко мы от дома, пока в данный момент. Ну, рыбачим, отдыхаем, что для надо, что для счастья надо. Дождя нету по осени, хотя осень такая пора, когда обычно периодически в день раза 3-4 дождь. Сейчас в данный момент вообще клевая погода. На завтра вообще солнышко обещает. Второй день сплава будет у нас. В принципе, нормально. Так, у Илюхи поклевочка. Так, подсачек где, ребят? Опа. О, хорошая, Илюх, слышь. Вообще достойно. Блин, опять подмотал. Сказал, уйдет, блядь. Ты не подматывай так никогда в жизни, блин. Блин, сколько прокидывали это место, слышь? Я 2 раза вот провел. оттуда взяла. 3 провел. Оттуда, с самой коряги. Ага. Ты же правильно говоришь, пока под нос не попадешь, не берет. Сразу пошли же. О, только хапнула, смотри, вообще душевно. Да. Ну, осенняя щука, видишь, она так и есть. Она берет. Кормится, кушает, Опять вон язык. готовится. Давай. Да давай, давай. Крепко, да? Да, да, хорошо держу. Ага. Ну что, пятихаточка 550, она есть. Нормально. Ничего, вот, ребят, ни одной мелочи. Вот буквально вот там. Сейчас у меня вот выходила мелкая щучка, а вот Илюшка добыл. Красавчик. Дай кулачок. Молодец. О,
Ну, ребят, нормально наполняется, да, Илюх, смотри. Да, конечно. Уже щук хорошо взяли. Пятерочка уже у нас есть. Да. По щукам. Ну, потом покажем обзорчик. Белая О. тигрина. О, душевно вообще. Душевно, такая желтенькая щучка. Красота. Красота и только. Щука на баркасе пахнет, блин. О, ты, Илюшка, уныл уже, уныл. В итоге попали опять. И опять же твоя березка спасла твою ситуацию. Я говорю, это вот, вот почему-то на эту блесну только из-под коряк, но больше никак. Ну, это тебе кажется так еще. Ну, у нас такое место, понимаешь. Че? Ну, такая симпатичная щука, блин. Ну, по лету вот такую троянку найди, но вот этих, я говорю, по сезону надоело уже пускать. Здесь съедобная щука, достойная, нормально. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Блин, кровище, как с поросенком. Ну, с трофеями уже с трофеями, уже рыбалка удалась, в принципе, нормально. Гриба не маленький. Сейчас. Так, ребятки, плывем, уже осень. Листвы много вон выпадает. Илюк, тут 2 раза выходила щука. Я? Да, опять выходил. Сейчас попробуем на камеру зацепить. Не получится, наверное, в третий раз уже не... В третий раз не соблазнится уже, наверное. Так что-то неохота, знаешь, так. Ну, выходила все равно. Ну, попробуй сейчас сюда, Илюха, прям. Откуда шли, откуда ты перевязался сейчас, получается. Щука такая интересная. Вот, 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 самый шик ты закинул. Я попробую с отсюда ее добрать. Ну, сейчас, по идее, смена приманки она должна взять. Потому что обычно долавливаешь, сразу меняешь приманку, и обычно она берет. Нет, да? Что, вернуться может, нет? Наверное, на тот берег. Да, по тому берегу сейчас пройдем. И доловим ее. Ну, если она себя показала, она не укололась, 2 раза просто выходила. Красиво очень. Почему нет? Давай попробуем. Давай, подводи сюда. Я возьму сам. Тут успокойся, брат, я багранул ее просто. На 2 крючка, хули тут уже по-любому не сойдет. Мимо что ли? Давай Да- сюда. да Да тут- где она уже? Опа! Степа! Да. 2-й раз она, прикинь, брала, короче, и в итоге ну не наша, значит. Настроение сразу бырезно. Настроение бырез, да, сразу? Да, конечно же. Я-то думал. Ну она первый раз хопа вылетела, короче, а потом, блин, так накрутил, тут намотал, блин. Да, ну тут что, как-то видишь, она как опять, ну, в бороду я, короче, хапнул. Первый раз я вот замотал вот этот тройником ее за подсаки, короче, не смог завести ее, уже на подсаке была. Ну ничего, сделаешь, что. Это получается у меня уже первый выходил, вот этот сход. Ну вот как-то ну так интересно. Я же тебе сказал, сразу будет поклевка после переката. Сразу будет поклевка. Потому что тут уже речка изучена полностью. Я уже понимаю, что тут как происходит в этой хуйне. Ладно. Ну ничего. Не будем переживать. Ну там вроде не крупно было, да ведь? Как-никак. Грамм 400-500 было. Вот тут подсаки, Илюха, если что, на крайняк. Ну вот на крайняк, вот я как до тебя дотянул чуть ну. Что, ребят, время 2 часа получается у нас. Ну вот у нас как бы результат наших соревнований. 2 по 2 пока получается в лодке. Но были поклевочки еще, были выходы. Конкретно у меня вот был там недобранный выход, 2 раза выходил. А здесь все. Ну, обидный сход, там получается тройник взял в подсак, воткнулся и, короче, я не мог ее завести, а в итоге она висела-то ни о чем. Доплываем тут до островка такого интересного. Сейчас с Илюхой решили тормознуть, немного перекусить. Что-то все-таки как-то проголодались уже. Все-таки уже 2 часа дня.
Она немного побегает. Ну и здесь я Илюхе говорю, просто в прошлый раз у меня сплав был. Здесь вот на Касадагу много окуня выходило, почему-то добрать его не мог. Пускай Илюха попробует здесь. Поставил он понтончик вот этот. Ну я не меняюсь. Так что как-то вот так у нас пока делаем. У Илюшки поклевка получается. Ну, вроде как Илья говорит, не крупная щука. Так я тебе еще раз говорю, не подтягивай полностью, как в тот раз я говорил. Выводи сейчас ее сюда, поднимай спокойно с подсачника. Ну как не крупная, нормальная, братка, щука. Съедобная. Красавчик. О, смотри какие по осени, да, братан? Все потихонечку, помаленечку. Вон, смотри. Блесна Не под путайся, саки. не путай. О, четко. И не запутала. Блесна под саки, понял. Блин, Вовремя. ну вот летом, ребят, реально летом, вот помните, да, вот с женой сплавлялся, вот ссылочки, конечно, оставлю в описании, когда один сплавлялся, все, вот этот же маршрут шел. Ну, вот такие еще рогайки были, вот пару таких, может, взял, как бы там, одного трофейчика, а тут вот Самая это суть, пацаны. 3-0. 3-0, да? Вот. 3-0. Женя заведет. Ну, зараза, блядь. Ну, мы считаем, ребята, что как бы уже когда вот в подсаке, когда уже на лодке получается щука. Покажи, Илюш. Ну, что, я тебе скажу, 500 грамм. Ну, 500 грамм, да? Да, 550, Хорошая такая. 550. Какая вот она накормленная, смотрите, ребят. Такая плотненькая, видите? 550, есть, да, самое такая. оно. Бац, такая, видно было. Хорошо, удар, я даже прям его сам видел. Мгм. Блин, нормальная щука. Вот видишь, летом, где вот она стоит? Где вот она стоит, непонятно. А так замечательно. Да? Давайте, пацаны. Красава. Красавчик, молодец. Так, ребят, тут тормознули перекусить немного. Ну и хочу здесь прокинуть спиннинг. Посмотреть щучку. Обычно на перекатах тоже стоит. Красиво. Ну, мелкая еще рогайка. Вот так для прикола. Попробуем. Илья на блесну, на вертушку. Я на воблер. Давай, Илюшка, попробуем. Да, после 100 раза, конечно, обмелела. Конкретно можно спуститься даже. Опа, я в забродниках, так что нормально. С травушки можно, ребят, вот так потихонечку обловиться. Здесь, наверное, и окунь есть, скорее всего. Так мне кажется. Вот обычно вот перекат, затишок. И вот щука любит стоять. Мимо. Трава. Оп. Отличный заброс. Много листвы, ребят, уже по поверхности. 1 сентября. Такой перекатик, блин, хороший. Тут, может, наверное, и жиган мелкий есть. Может, и жиганек есть мелкий. Пока по щуке непонятно. Идем дальше, пробиваем. Ах ты, блин. Не удался проброс, конечно, там. В конце меня кто-то зацепил лопушок. Забродненько поднять. Что-то глубина какая-то пошла. Обычно вот такие места. Перекат. И сейчас, ребят, попробую поставить что-нибудь поменьше. Может, хрязечек-то вылетит. Такую маленькую вертушку от Лехи тут были маленькие. Леха мне, братишка, подгонял. Так, может что-то побелее. Вот такую можешь попробовать. С этим, с цицерком. Опа. Где там? Правда, поводок большой, щучий. Сейчас попробуем нулевочку поставим. Может зацепим. Может что и получится. Вот такую маленькую поставлю сейчас. Может хапнет реально. Кто знает. Надо попробовать. Опачки. Опачки.
Маленькая крутилочка. Че, ребят, короче, Хариус выходит на блесну, даже на Илюшкин понтон, третий номер. Я ставил мелкий, он за ним прыгает, короче, ну и играется просто. Короче, тут разбазировались, вот так разложились. Илюха там кашу греет, да? Каша, да, Илюх? Наши трофейчики, щучки наши хороши лежат. Нормально так уже поднабили-то, отлично. Блин, у меня есть поплавок, есть червяк. Я хочу поймать, ребят, этого жигана. Илюха, ты не против? Ты не против? Я его поймаю все равно. Там такой достойный, сантиметров 25. Просто хочу поймать, отпустить даже его. Ну, просто хариус. Я хочу, ребят, поймать хариус. На этом перекате он живет, он себя показывает, значит, надо ловить его. А сейчас пока покушаем. Ну и дальше нам до избы еще часа 2. Так что пока отдыхаем. Тормознули. Классное местечко. Такой остров. И с двух сторон перекаты. Ну и вот на перекате живет хариус. Илья, не подымай! Зачем ты поднимаешь? Вот так, ребята. Дрюня делает вещи. Сделал, короче, монтаж, ребят, со спиннинга. Нашли с Ильей проволоку, ой, пробку. Сделал, короче, поплавок. Ну и вот, ребят, я его достал. Да, чисто так вот случайно цепанулся. Ну, мы его, наверное, Дрюня отпустим, да? Ну, отпустим его на бедолажку что-нибудь. Он такой вот. О, Видите? красавчик. О. Красавчик, да? Вот что такой, на, ты тут трони его, что? Да что его Поймал трогать, бедолагу. обжигать не надо, бедолагу. Вот. Достал все равно этого бродяжку. Сказал поймаю. Сказал поймаю. Значит поймаю. Хорошая рыба, красивая, да? Она Да. такая достойная. Она, Ну вот и она вкусно. стоит вот своих этих. Вон, ребята, даже поводок, короче, грузила нету. Вот так, короче, делаю вещи. Отцепляю. И, короче, сплавляю вот так, получается. Ну и в итоге все равно хапнул. Че, малышка? Илюш, Да, вкусно, да? Или так пожарим. пожарим, думаешь? На вечер уже к избе подходим, да? Да, пожарим. Давай, давай, цепи тогда. Посмотри, Да. хватает как этот. Ух, бля, там беда. Да. Там еще японские крючки, блин. Ну вот, ребятки, добрались до избы. Сегодня ночь будет веселая. У нас сегодня с нами пацаны наши знакомые. Бля, Илья, ну тут вообще беда, конечно. Ну, я тебе сказал, Тут, надо так- было туда, на траву. тут такой выход. Чмо, бля. Чмо, бля. О, давай. Опа. Все, ребятки. Фух, наконец-то добрались. Разгружаемся. Ну и идем на избу. О. Блин, я еще спиннинг сломал, блин. Вот это, конечно, обидно. Ну ничего, есть спиннинги, блин. 3 палки с собой есть в чехле. Может какой-то тебя устроить? Да я там что-то подмастерил, вроде сделал. Да? Да. Не знаю. Поменял колено? Я это колено сделал в колено, короче. Видишь? А, Дай, покажу. ну все понял, все понял. Нет, в колено сделал. Вон, ребят, смотрите, сломал кончик. Сейчас парковался и по глупости сломал старый свой шамановский спиннинг. Ну не суть, он уже отжил походу свое. Отжил свое. Ну вот, ребятки, погнали на избу. Сегодня четвером, вот встретились со знакомыми. Ну и погнали, короче, ребят, на избу. Сейчас немного пробраться надо будет, потому что пойма реки, как обычно, заросшая. Вот крапива. Кстати, вот если щуку сохранять, вот крапивы много здесь.
Ну, сейчас почистим, потрошнем. Парни тоже поймали неплохо. Хотя позже нас сплавлялись, в принципе. Короче, ребятки, прежде зимовье. Ну, вот наша рота, ребят, продвигается. Андрюха тут с ружьишком. Охота открылась. Ну, в итоге даже уток не видали сегодня. Ну, видали, вдалеке взлетали. А так, короче. Ну, вот уже зимовье виднеется впереди. Сейчас ночлег. Взяли пилу с собой. Дровишки попилим, там берез много валяется. Будет нормался. Вот, ребятушки, добрались мы до зимовья после раз. Вот тут были, отмечали, вот видно открытие охоты получается, или на боровую, или употребляли пиво немного. Ну, сожечь придется все. Нормально, все, добрались. Ну вот, ребят, значит, и заново на этом местечке. Здесь был один, был с супругой. Сейчас, получается, уехали с Ильей. Ну, видали пацанов, и в итоге у нас получилось так, что у нас зимовочка, ночлег на одном месте. Быстро разбодяживаю костер, потому что надо готовить кушать. Андрюха пошел за водой. Кстати, потом познакомлю ребят со всеми. Вон Андрюха. Нож у него такой на груди серьезный. Зарежет, походу, парень. Ну и вот, костерок. Сейчас быстро-быстро все. Потому что, ребят, не успели немного по времени. Вообще не успели. Сейчас быстро все раскумариваемся, разбегаем. Быстро готовимся. Ребят, на избе. Ну вот, короче, наша компания, сегодняшняя встреча. Пашку, наверное, наблюдали уже. Пашка на экскурсии, это брат его. Андрюх, поздоровайся, пацаны. Всем привет. Красавчик. Ну, это Илюшка, пехота, там это конкретный парень. Все, ребят, занимаемся бытом, получается. Ну, как обычно. Никто не проебывается, как говорится. Андрюшка чистит картошку, там заряжает. Пашка пиво пьет, проебывается, значит, да. Питон, питон, Паша питон. Илюшка там. Паша бестия. А я, ребят, буду жарить щучку. Мы добыли щучку и сегодня будем жарить. Такой необычный, ну, необыкновенный момент, просто, ну, встретились, как бы, ну, все-таки контент он идет и надо что-то делать. Сковородочки все повесили, разожгли финскую свечку. Ну и, короче, ребят, сейчас жарим щучку. Я порезал щучку, там мелкую, которую брали. Потом еще надо заняться трофеями и так далее. Ребят, канитель такая идет, что как будто в армии, знаете, на полевых условиях. Ну, я просто в армии был, то же самое, представляю сейчас. Что-то кто-то чем-то занимается быстро-быстро, как будто куда-то спешим, не знаю. То ли на рыбалку, то ли куда. Щучка уже на парах. Андрюха моет картоху. Здесь яйчуганчики. Сегодня хотим хорошее блюдо сделать. Андрюха просто, слышь, бля, брат, я не знаю, ты с откуда там этот, все это? Молодец. Вкратце, значит, Пашка там делает салат, получается. Салатик из чего там, Паш? Все свеженькое, да? Все свое. Все хорошо. Щучка только добытая, уже на парах, уже готовится здесь к столу. Да. И здесь у нас получается овощное рагу, жаркое, так сказать. Илюша у нас компонент сегодняшнего дня. Все, без Ильи просто никуда вообще. Там получается, Илья, расскажи, что там у тебя вообще дома? Что, все овощи? Все огорода. Овощи. Это там что? Помидоры, картошка. Все там есть. Все там, да? Болгарский перец и кабачок, да, я так понял? Кабачок, помидоры, картофан, перец болгарский. Сало. Сало. Ага, ну блин, в принципе огонь вообще. Мы сегодня будем питаться как вообще, как ответственные люди. За сегодняшний и завтрашний день, ебать. За сегодняшний, да, сегодня в принципе неплохо. Сегодня отловили нормально. Заебись, хули. Да. Что, есть что это? Мы маленько отличились, ну чуть-чуть. Ну, блядь, нормально поймали. Нормально. Чуть-чуть Вообще отличились. нормально поймали. Ну крупная, да? Такая уже осенняя, видно. У вас что вообще такая нормальная выход, щука. да, щука пошла. Вот, который ты поймал, вообще нормально. Нормально вообще, да.
Ну давайте, Ну ладно. давайте еще раз. Что сказали? До встречи, ебать. О, второй раз чокаются. А ну да. Ну давайте третий раз, что потом. Ты солил, Паш? Нет, ты ничего не делал. Да. Ну вот, ребятушки, у нас рагу на подходе, овощное. Короче, все истории осени получается. Сейчас в данный момент 3 яйца сбиты. И сыр, ребят, сыр. Сыр уже заранее, короче, на терке перерезан, перемолот. Сейчас, короче, все это сбалтываем. И Где крышка от нее? в оконцове все это поливаем Крышка дело где от и неё? запекаем. Родная. Ты хочешь перетрясти? Конечно, что я. Вот этим соусом, ребят, будет все полито. Вот это движуха. Давай зелень туда, где? А, да, зеленушка еще. Ну, в итоге, ребята, вот это все поливается вот этим соусом. Это яйца, сыр. По-любому. Илья, А, зелень-то забей по-любому. да я уже забил. Где забил-то? Всё, Взяно ребят, и здесь вот уже. эта запеканочка сейчас будет томиться. Да, Илюх? Да. Братан, Минут пяток и до талого, давай. На минут пяток и хватит. Вот там оставим чуть-чуть, слышь. Братишка. До талого. На сухую. Все это. Во. Шикарно, ребят. Свет не передает, наверное, вот так, наверное, более-менее будет видно. Четко. Все, сейчас будет буквально 5 минут, ребята, и будет к столу все это дело. Ребятушки, шикардосик. Смотрите, сыр плавиться начинает. Вот это запеканочка. Аля, зелень будет, нет? Давай зелень. Не о нем, а положим. По-русски общайтесь, молодые люди. Ах, пацаны, как это? В тайге на природе и такие блюда, это просто, наверное, думаю, бомбочка. Ребят, ну что, на данный момент такое жаркое. Щуку, конечно, мы съели сразу же, моментально голодные были. Небольшой салатик свойский. Здесь, в принципе, тоже все свое, да, Илья? Да. Перец болгарский, помидор, кабачок, что картошка, да, все, что было, получается. чеснок. Да, да. Немного, что Морковь. Паша добавил, это какие-то немецкие сосиски. Ну и в ход пошли сыр, яйца, и в итоге все это вот сейчас Зелень. заволокет. Она сейчас немного остынет и, короче, станет как, ну, как тортик такой небольшой. Также есть сало, хлеб, ну и немного горячительного. Давай. Всем приятного аппетита, ребят. Мы немного отдыхаем. Я думал, у тебя жаркую с Давай. картошкой. Всем приятного аппетита. Нет же. Вот, ребятки. Боевые будни. Все спят. Боевые грибы. Печка топится. Печка топится. Тут вот свечечка у нас горит. Тут вот, ребята, у нас окошко, вот там травушка, муравушка где-то светится, если видите. Тут у нас Паха спит. Вот у нас еще есть полторашечка провизии. Вот такой вот, Да если вам видно. Вот. Илюша. Состав написан, все дела. Вот Андрюха залетает. Вот. Смотрите, вот Дрюня, 11 Русь. Ну-ка давай приветик пацанам. Че, приветик, ребят, в тайге находимся. Сейчас на избе получается в данный момент. Время 10 часов вечера, 11 час. Ну, ложимся на боковую. Сейчас там пошел, убрал маленько, там, вот парни там тоже хулиганят, блин. Такие парни. Ну, в итоге, что, вот, все там убрал в итоге, ну, нормально все. Сейчас ложимся на боковой, ребят. Всем спокойной ночки. От нас большой ребят с Республики Коми, ребят. Мы будем спать завтра еще один сплав, еще целый день, завтра погода отличная. Так что будем отдыхать. Простыл, блядь, маленько. Что-то не знаю, по вечеру что-то хапанул, хотя Илья меня лечил своими народными средствами 40-градусными, но что-то не помогает. Надо, походу, повторить еще чуть-чуть процедуру. Ну все, спокойной ночи, ребят. Вам мгновение, буквально там секундочки, а нам целая ночь. И завтра увидимся. Ребят, утро доброе. Ну, уже как встали, не стал снимать, в принципе. Может, это не интересно. Завтракали, напилили дрова, как и обещали, потому что взяли пилу, ну что ее поднесли зря, напилили. Посуда вымыта вся, костерок догорает. Все за нами чистенько, все красиво. Один момент, ребят, я простыл, у меня такой озноб, ну плохо себя чувствую, короче. Ну, я думаю, как-нибудь доплывем все-таки. Будет нормально все. Были таблетки. Выпил какие-то таблеточки. Так вроде. А так заложило жестко, блин. Ну, простыл. Я уже до этого чувствовал, что простывать начинаю.
Ну и здесь уже конкретно Азмяк. Ну ничего, ребят, нормально все. Ну все, время 6 утра. Выходим к лодкам. Вчера встретились с пацанами. Вместе приготовили ужин. Вместе поели. Вместе легли спать. Благо изба позволяет. Так, куда они пошли-то? Благо изба позволяет переночевать четвером, можно даже шестером. Нормально. Ну все, ребятки, что, прям. Ну щуку, в принципе, поймали уже. Щуку уже поймали. Сколько мы с Ильей взяли? 6 штук. Взяли. Наши соревнования выровнялись. Есть трофей, трофейка. Душечка поболее даже, наверное. Так что все нормально. Рыба уже есть, рыбалка удалась. Сейчас единственное, что проплывем пару хороших мест. Мы до дома. Один момент, ребят. Вчера уже перед вечером, уже когда заплывали сюда на зимовье, сломал спиннинг. Очень обидно. По глупости поломал его. Не знаю, ну там вроде как кончик засунул там. Ну короче, спиннинг поломанный, блин. Не знаю, как отразится по рыбалке. Есть, правда, запасные палки, но там они непригодны к спиннингу, они как фидерные получаются. Ладно, будем смотреть дальше, как что. Нашел. Ага, маленькая щучка, да? Утренняя с коряшки. Ага. Пустим ее. Конечно, куда ее? Ук. Так, и выхи поклевать. О, ушла. Прям здесь ушла. Ага. Ну вот. С утра чуть-чуть щучка начинает. Опа. Остановились тут место такое интересное. Красиво. Отдохнуть можно. Чайку попить. Столик, скамеечки. Чайничек. Костровище. Тут он шашлыки походу делал, ребят. С проволоки. Угли высыпали, жарили походу. Прикольно так тут. Красиво берег, обрыв такой. Нормально, да? Что для людей. Ну сюда вода не поднимается. Ну здесь, да. Самое высокое место. Угу, нормально. Вон там шашлыки, смотри, делали. Вот, ребят, смотрите. Прямо по центру реки. О, пацаны вот так стреляют. Такая дура стоит. Убийца моторов. Да, Илюх? Да. По большой воде как раз, да, вот по весне. Блядь, на такую Её не напоришься. видно по большой воде. Такую напоришься, я тебе скажу, блин, мама, не горюй. Ну вот, ребят, уже 9 утра получается, мы уже на воде около 3 часов. И получается, да, Илюх, тормозок. И получается, маленькая щука, там выход был с утра. Маленькая была, да, потом еще маленькая была. Да. И потом покрупнее она вот ушла. Даже с воды не поднялась. Ну, Мгм. хорошенькая там что-то было, такая грамм 600-700. Ну вот как-то так. Больше ничего такого. Вроде места интересные, но тут зимой еще. Тут зимой ловят, наверное. Тут походу из-за этого, блин. О, хорошо. Вот, ребят, доплыли мы до такого дачного побережья. Здесь вот такие домики интересные. Собираемся. Позвонили. Сейчас за нами выехала машина. Сейчас пока соберемся. И поедем домой. Последние буквально 7-8 километров шли просто на весах. Уже периодически просто не рыбачили так.
Пробрасывали немного. Все понятно, что щука осталась наверху. И надо еще добираться еще выше. То есть вчерашний день были поклевки, были сходы, мы ловили. А сегодня просто все, здесь уже неинтересно. Надо в верховье, ребят, подниматься. Простыл, зараза, блядь. Ну что, ребятушки, я уже дома, включился дома, потому что до такой степени заманался, устал, и со своим состоянием я просто не было сил, уже включаюсь дома. С вечера мне стало плохо уже реально. На избе вроде как-то там с пацанами перекусили, там выпили по 100 грамм, легли спать, а на утро уже чувствую, что конкретно меня зёбнет, меня ломает, меня кости крутит. Ну, понятное дело, температура. Домой приехал, да, взвешиваюсь, как бы меряюсь, 37 уже с копеечкой, ну, понятно, температура поднимается, жена достает там клюкву, малину, там мед, сейчас будет лечить меня. Ну, за пару дней, я думаю, встану на ноги, так что все будет нормально. По рыбалке, ребят, первый день было интересно, классно, а второй день мы уже практически не рыбачили. Шли на веслах около 5 часов, потому что там уже места такие не своеобразные, ну и сломал спиннинг. Опять Игорчуха кончик там как-то сделал, но он уже не отрабатывал, как он должен быть отрабатывать там. Шли на веслах и доплыли, практически не кидая уже до дома, получается. А так в целом все было суперски, все было здорово. Ну, что, ребята, одно, даже эта температура, да, вот она может обломать так, то что если вот на такие моменты идем, потому что нет связи, нет там мотора, чтобы тебе доставили быстро там до дома или до какого-то населенного пункта. С этим, ребят, аккуратней. С этому надо подходить, какие-то таблетки или там, чтобы кто-то знал, что ты на том месте как бы и будешь тогда-то, тогда-то. Всем, ребят, с добра. Я выхожу в отпуск. Буквально пару дней отлежусь, и мы с вами, ребята, рванем куда-нибудь интересное место, на рыбалку или еще куда-нибудь. Всем мира, добра, главное здоровья, ребята. Дрюня на связи. Всем пока.